О том, как выходил народ из тьмы. Эти слова из романа Идриса Базоркина «Из тьмы веков» как нельзя лучше характеризуют тот путь, по которому прошли ингуши, выходя из вековой темноты к свету. Как писал Базоркин, народ хоть и маленький, но он, не переставая столетия за столетием, упорно боролся за жизнь. И сегодня, смотря на динамично развивающуюся республику, можно смело сказать, что ингуши выиграли свой бой с историей. Сегодня роман отмечает свой 50-летний юбилей. Индира Манкиева расскажет о том, какое место эта книга заняла в истории становления Ингушетии. От сотворения мира в хаосе поднявшиеся к небу, дремучие леса, кипящие потоки шумных рек, луга, охваченные радугой цветения и ароматом трав, и гордый человек, готовый умереть за дружбу, честь, свободу. Этот роман писал не я, а сам народ. Тысячи ингушей рассказывали о тех или иных событиях моей эпохи, а я записывал. Посчитал, что всем этим нужно поделиться. Именно так и создавался культовый роман «Из тьмы веков». Аза Базоркина считает, что это не только энциклопедия жизни ингушей, но здесь говорится и о становлении личности всего ингушского народа. Выход поистине этого великого романа произвел тогда настоящий фурор. В тот уже далекий 1968 год. Книга произвела эффект разорвавшейся бомбы. Куда бы ты ни пришел, на свадьбу ли, на похороны, просто в гости, везде и всюду говорили только об этом романе. Даже на рынок, магазин, на учебу в институт, на работу. Всюду была вот одна и та же тема. А вы слышали, а вы знаете, вышел вот такой-то роман Идриса Базоркина. Роман, повествующий о правде и лжи, с которыми столкнулись наши предки. В то же время автор передает всю стойкость, смелость, мудрость и веру народа в светлое будущее. Идрис Базоркин с большим мастерством описывает природу и особенности жизни и быта. Автор подробно рассказывает о жизни ингушей в XIX веке. И на примере нескольких семей он смог передать характер всего народа. Ты можешь быть довольна? Судьба Чуборза устроена со всех сторон. Да, это мой самый счастливый день в жизни. Главный герой Калой признан читателями одним из лучших в художественной литературе краеведения. И неудивительно, ведь он вобрал в себя все лучшие качества истинного джигита. А один из любимых персонажей даже самого автора, отец Калоя, Турс. История его жизни впечатлила многих читателей. Примечательно, что имя Турс в жизни самого Идриса Базоркина, как выяснилось, имело особое значение, ведь так зовут одного из его сыновей. Одно главное слово, которое может охарактеризовать вообще весь спектр ощущений и всего, что связано с этим, это ответственность. Задумывая эту книгу, зная, что это будет персонаж вот с таким характером и такой-то будет он роль играть, он ему, соответственно, и имя присвоил то, которое ему именно, видимо, больше всего нравилось. Поэтому, конечно, приятно. Известного во всем мире ингушского писателя, драматурга Идриса Базоркина строго воспитал отец. Базоркин помимо литературы занимался политикой и общественной деятельностью. Но каждый раз, говоря о деле жизни, признавался, что в душе он литератор. Ему по душе писать и читать. Писателем мы знаем, каким он был. Но он не меньше, если не в большей степени, был общественным деятелем. Нам известно, как он ратовал за свой народ, что он делал во имя спокойной и хорошей жизни этого народа. Роман «Из тьмы веков» сегодня издается на различных языках мира и в неограниченных тиражах. Еще в то время, когда первое издание насчитывало 50 тысяч экземпляров книг, она стала бестселлером, и желание ее прочесть приводило даже к тому, что многие крали друг у друга книги, что было тогда просто удивительно.
От обычаев ни чин, ни деньги, ни время не спасут. К 50-летнему юбилею со дня выпуска первого издания «Из тьмы веков» в этом году культовый роман увековечен 4-метровой скульптовой композицией. Это еще одна возможность отдать дань памяти и уважения истории нашего народа и тем, кто передает ее поколениям. Полувековой юбилей – это только начало для романа такого уровня, который уже завоевал сердца читателей во всех уголках мира. Благодаря этой книге об истории ингушского народа узнали во всем мире. И уходим вместе мы, идущим вслед, оставив эту повесть о том, как выходил народ из тьмы. Идира Манкива, Майрбек Миржоев. Новости 24.